Об основных событиях апреля расскажут журналисты Билли Мордо и я, Виолетта Литовченко. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Школы Кыргызстана вновь уходят на дистанционное обучение. Небезопасная детская площадка в 3-м микрорайоне. Родители боятся за своих детей. Отряд волонтеров Победы присоединились к акции «Георгиевская ленточка». Суммарное число заболевших и умерших в мире продолжает расти. Несмотря на то, что в ряду стран ситуация улучшилась. По данным университета Джонса Хопкинса, показатель инфицированных за последний год приближается к 149 миллионам, умерших уже более 3 миллионов. Неутешительная статистика в странах третьего мира. Если в США празднуют значительный прогресс, то в Индии умерших сжигают прямо на парковках. Дистанционное обучение или традиционное. Многие школы нашей страны вынуждены переходить на онлайн-режим, но с этим согласны далеко не многие родители. Уровень образования резко ухудшился, считают они. Подробности у Джеркина Искаковой. Сунун Тухбаева поддерживает офлайн обучение, так как ее дочь учится в 5 классе. Во время пандемии им было сложно. Из-за онлайн-обучения у Сунун Тухбаевой хлопот стало в 2 раза больше. Конечно, офлайн обучение больше нравится, потому что дети общаются друг с другом, с одноклассниками. Так, и учитель контактирует с учащимися, хорошо объясняет тему, и детям доступно, и учителю удобно. Поэтому я выбираю офлайн режим. Ученики школы Билли Мордо также не хотят переходить на онлайн-обучение. Офлайн, потому что тут мы понимаем больше, видим учителей, хорошо понимаем. Офлайн, потому что мы там все понимаем, и онлайн родственники мешают, и ничего не понимаешь. По словам учителей нашей школы, пробелы знаний учеников пришлось заполнять за счет времени педагогов. Во время пандемии учителям было сложно работать с учениками, потому что многие ребята перестали учиться и серьезно относиться к учебе. И даже те, кто старался, получил недостаточно знаний. По словам завуча Эльмиры Джекшанбековны, уровень знаний во время пандемии снизился в разы. Обычный офлайн режим уже. После того, как дети вернулись в обычный офлайн режим, сразу было заметно, что уровень знаний у ребят сильно снизился. Ученики долго не могли привыкнуть к обычному режиму. У многих просто пропало желание учиться, и многие хотели вернуться к онлайн-обучению. В последнее время ежедневно выявляют более 300 человек, зараженных коронавирусом. Растет и количество смертей от этой болезни. Примет ли решение Министерства образования снова перейти на офлайн обучение? Покажет время. Джеркина Искакова, Айдана Джакупова, Альбина Медетова. Новости Билли Мордо. С 12 апреля учебный процесс в школах и детских садах Бишкека вновь переходит на онлайн-обучение. В стране наблюдается рост заболевших COVID-19 и пневмонией. Для безопасности детей, родителей и преподавателей было принято решение уйти на онлайн-обучение до улучшения эпидемиологической ситуации. В свою очередь, эксперты бьют тревогу. Они считают, что карантин может привести к уровню безграмотности среди школьников. Маргарита Литовченко расскажет подробнее. Еще 2 года назад мир не знал о коронавирусе. Сегодня о нем говорят все. Более того, эта болезнь изменила в корне жизнь каждого человека. В декабре 2019 года в Китае впервые была зафиксирована вспышка COVID-19, а уже 30 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила эту вспышку чрезвычайной ситуацией. Если национальные правительства и дальше не будут четко объяснять гражданам, какой стратегии следовать для снижения числа заражений и спасения жизней, если население не будет соблюдать базовые правила противодействия коронавирусу, мыть руки, носить маски, нас ждет лишь один сценарий развития пандемии. Ситуация лишь ухудшится. Международные отношения в XIX-XX веках, развитие культуры в конце XVII, середине XIX
веков. В марте в Кыргызстане были введены меры безопасности и режим ЧС. Все образовательные учреждения были вынуждены перейти на дистанционное обучение. В августе и сентябре наблюдался спад показателей распространения инфекции. Школы страны, в том числе и наша, смогли вернуться к привычному оффлайн-обучению. Мы поняли, что коронавирусная инфекция это будет сопровождать всю нашу оставшуюся жизнь. Поэтому мы должны научиться жить с ним, то есть соблюдать санитарные требования. Имеется алгоритм временных санитарных правил, который утвержден постановлением правительства 244 еще в мае месяце. И там по каждому разделу учебных заведений, также дошкольных учреждений, школ, вузов, СУЗов, всех учебных заведений есть алгоритм. Всего полгода ученики школы-гимназии Белимордо смогли получать знания за школьными партами. В этом месяце наша школа вновь ушла на карантин. Пандемия COVID-19 привела к крупнейшему за всю историю сбою функционирования систем образования. Эксперты считают, что кризис ставит под угрозу будущие доходы подрастающего поколения. Прогнозируется увеличение уровня безграмотности среди подростков. Наибольшая сложность со школьниками из неблагополучных семей. До них и в привычной-то жизни было сложно достучаться, а теперь у преподавателей и соцработников вообще нет никакого контакта с ними. Бьют тревогу не только эксперты, но и родители, потому как школьники получают необходимые знания на дистанционке не в полной мере. Не у каждого есть возможность обеспечить ребенка интернетом, компьютерами и планшетом. Учителям образовательных учреждений тоже не сладко. Тем временем по всей стране идет вакцинация населения. Официальная кампания по вакцинации началась 29 марта. Население поделилось на два лагеря. Одни поддерживают проведение вакцинации, другие же боятся последствий прививки. Маргарита Литовченко, новости Белимордо. 23 апреля отмечается Всемирный день книги и авторского права. Такое решение было принято с целью просвещения и развития культурных традиций. О том, почему книга важна в нашей жизни, расскажет наш корреспондент. Всемирный день книги и авторского права ежегодно отмечается 23 апреля, начиная с 1996 года. Всемирный день был провозглашен на 28-й сессии ЮНЕСКО 15 ноября 1995 года. Книга – это величайший учитель всего человечества. Это друг, сопровождающий нас от колыбели до глубокой старости. Книги окружают нас с самого детства. Они сопровождают нас всю жизнь. Книга в моей жизни значит очень многое. Из книги я черпаю знания. Она меня очень успокаивает. И когда я читаю книгу, я живу жизнью своих героев. И для меня это очень важно. Компьютеры прочно вошли в нашу жизнь. В интернете можно найти все, но ведь книга не только источник информации, но и товарищ, который всегда поможет. Никакие телефоны не могут заменить книгу. Книга, оно как живое существо. С нее можно очень много подчерпать знаний, чем вот хотя бы с телефонов, гаджетов. Книга это развивает мысль, развивает язык. Книги не страшны расстояния, в то время как школы нашей страны сидят на дистанционном обучении и много времени проводят дома, чтение укрепляет наши знания. Очень важно уделять время чтению книг. Детская площадка, на которой свободно разгуливают бездомные собаки. Часто здесь можно встретить коров и лошадей. Игровая зона для малышей 3-го микрорайона небезопасна, считают многие родители, так как она не ограждена, а аттракционы в ней устарели. Подробности в репортаже Альбины Медетовой. Гульмира Оморова, жительница 3-го микрорайона. Она ежедневно приходит на детскую площадку со своим сыном. Женщина жалуется, что вокруг грязно и территория не ограждена от животных. Мне детская площадка не нравится, она не очень оборудована. Можно было бы поставить вот так бордюры, чтобы не заходили собаки, животные. Потом везде все, видите, мусор. Вот недавно делали скамейки,
Качели вот недавно сделали. Хорошо было бы, если ее укрепили, потому что она двигается. День там качеля стоит, день там стоит качеля. Вот так вот. Посадили бы немножко маленьких деревьев. Тут раньше деревья были. Было очень красиво, а сейчас ничего нет. С этим мнением согласны и другие жители третьего микрорайона. Мамочки считают, что площадка небезопасна, в связи с чем они не хотят отпускать своих детей без присмотра. Жители микрорайона могли бы еще лучше облагородить его. Посадить живой изгородь, зелени побольше, цветы посадить, ухаживать за ними. Некоторые считают, что дети сами виноваты в том, что площадка в таком состоянии. Площадка Навалова начали. Состояние детской площадки плачевное. Дети, которые здесь играют, ломают аттракционы. Вот эта вышка очень опасная для игр. Дети все равно на нее залазят. Также здесь очень грязно. Дети бросают мусор, где попало. Все это неправильно. Жители третьего микрорайона жалуются на грязные горки, сломанные качели и на мусор вокруг. Отметим, что детская площадка была непригодна для игр уже давно. И только перед выборами недавно одна из партий установила сидушки для качели и завезла песок. Альбина Медетова, Айдана Джавкопова, Джаркана Искакова. Новости Белимордо. В библиотеке гимназии имени Алыкула Осмонова была развернута выставка, посвященная Международному дню полета человека в космос. Исторические события, открывшие путь для исследования космического пространства на благо всего человечества. Эта популярная дата отмечается 12 апреля. В выставке были представлены рисунки и поделки учеников гимназии. Выставка популяризирует достижения отечественной космонавтики, содействует детскому художественному творчеству, а также воспитывает чувство патриотизма. Ребята выставили свои поделки из самых различных материалов – банок, пластиковых бутылок, проволоки и просто из картона. Работы получились очень интересные и оригинальные. 12 апреля 1961 года советский космонавт, старший лейтенант Юрий Алексеевич Гагарин на космическом корабле «Восток» стартовал с космодрома Байконур и впервые в мире совершил орбитальный облет планеты Земля. В честь этой даты учащиеся и преподаватели школы комплекс Белимордо присоединились к международной акции «Поехали», в ходе которой были сняты ролики для социальных сетей. 15 апреля 2021 года отряд волонтеров Победы нашей школы запустил акцию в честь празднования 60-летия первого полета в космос. Акция называлась «Поехали!». Волонтеры Победы приняли участие в международном субботнике, посвященном 80-летию начала Великой Отечественной войны, во время которого волонтеры приводили в порядок и благоустраивали памятники, посвященные Великой Отечественной войне. Неравнодушные люди, которые хотят защитить и сохранить историческую память страны, вышли 17 апреля на субботник. Среди них и активисты нашей школы. Волонтеры Победы отреставрировали и убрали вокруг памятника Победы в городе Чолпан-Ата. Также субботники были проведены в России, в Азербайджане, Армении, Латвии, Польше, Бельгии, на Кипре, в Македонии, Великобритании, Германии и других странах. Школа принимает участие во многих мероприятиях, а также наша школа приняла участие в акции по уборке памятников Великой Отечественной войны. На акции приняли участие около 12 человек. В этой акции мы убирали памятник в центре города Чолпан-Ата. В странах СНГ 27 апреля стартовала акция «Георгиевская ленточка», в ходе которой волонтеры раздают гражданам георгиевские ленточки, как символ памяти о победе в Великой Отечественной войне. Ежегодная акция проводится уже 16 лет подряд. В этом году она продлилась до 9 мая и прошла в онлайн-формате. В
во всех регионах страны. По мнению организаторов, к акции также присоединятся страны ближнего и дальнего зарубежья. Среди волонтеров и ученики школы комплекса Бели-Мордо. В прошлом году из-за пандемии Георгиевская ленточка проходила в онлайн-формате. В ней приняли участие более 200 тысяч человек. Мы с волонтерами Победы приняли участие в акции «Георгиевская лента». В данной акции мы раздавали георгиевские ленты и рассказывали про них. В акции участвовало 7 человек. Руководитель кружка ИЗО Душебек Искаков и Джаркана Искакова приняли участие в международной онлайн-конференции «Разноцветный мир глазами детей». Мероприятие было посвящено 30-летию независимости Казахстана. Участники из нашей школы на нее попали не случайно. Они отправили свои работы на конкурс по данной тематике, по итогам которого художников пригласили на конференцию. Да, это был международный конкурс на тему «Разноцветный мир глазами детей». Туда участвовал с общеобразовательных школ преподаватель, художник и ученики. Вот с нашей школы я участвовал сам, отправили работу, и Джархана из 5 Д класса. Это были новости Бели-Мордо. Будьте с нами. Для вас работала я, Виолетта Литовченко. До свидания.